Периодически читаешь какой-нибудь комментарий, и прям, знаете, боже, аж внутри все кипеть начинает. Люди, вы когда не разбираетесь в теме, вы зачем пишете советы, от которых только хуже станет? Вот в этой ветке кто-то другой посоветовал: иди скорее открывай свой дар, чтобы спасти этих людей, чтобы они не умерли. То есть это твой дар. Вы о чем вообще говорите? Вот вы, я же уже там, почему вы в ленте не смотрите? Там же четко я прям рассказывала. Я вижу сны. У меня кассиет прям конкретно написан, ролик, название. Вам тяжело зайти туда, посмотреть и понять разницу? Это одно. Второе, зайдете вы в этот кассиет, ну, кроме снов у вас ничего нету. Вас не перебирает к стенке, вы не болеете, у вас нету шайтанов, джиннов. Вы зачем туда лезете? Сделайте вид, что вы не знаете, что это вам не нужно. Потом, как вы себе представляете, левый человек, вы увидели, что он вам приснился, через какое-то время он умирает. Ну, вам снятся дофига людей. Они же все не умирают. Это вы концентрируетесь на плохом. Если бы была конкретно у вас такая задача, окей. И как вы себе это представите? Идете вы к этому человеку и говорите: ты мне приснился, значит, ты скоро умрешь. Что дальше делать? Вы вообще можете себе представить, вот к вам пришел кто-то, пусть даже ваш родственник, и сказал, что ты умираешь. Да кто, кому вы поверите, что вы ему скажете? Вы советы даете, которые вообще никак с жизнью вообще невозможно это в жизни никак применить. Дар, я еще раз сказала, пойдите посмотрите, что такое кассиет. Все, у кого кассиет, кого приперло, вас не припирает. Вы просто концентрируетесь на плохом. Все люди, вы всегда любите несчастье, слезы, проблемы, беды, кому бы пожаловаться. В счастье вы жить не можете. Я просто уверена, что вам снятся и хорошие сны, и я уверена, что вам снятся и другие люди. Но просто когда человек этот умирает, вот тогда вы начинаете понимать: блин, он же мне снился. Но вы, когда вам сон приснился, вы никогда не знаете, что он умрет. То, на чем вы сконцентрированы, то вокруг вас и вертится. Когда вас припирает принять хасиет, это вообще другое. Про сны — это вы самое последнее, о чем вспомните. Первое, о чем вы будете говорить: мне плохо, я жить не могу. Вот что означает хасиет, когда ты его должен принять, а не то, что вам снятся плохие сны и вам грустно после этого. У нас не только сны снятся, мы есть не можем, жить не можем, планы на будущее строить не можем. Играетесь вы все с кассетом, вы не понимаете, насколько это тяжело и плохо. Вы посмотрите, что с Бахслар становится по жизни. Они несчастные люди. У них нету счастья. Рядом с ними никого нету. А вы ходите все играетесь. Я хочу хасиет принять. Да вы понимаете, как это тяжело? Попробуйте в день 5 человек хотя бы принять, которым плохо, у которых жизнь на грани, у которых дети умирают. Сколько вы их выдержите? А еще им надо дать совет, а еще им надо дать ощущение, что будет впереди все хорошо, настроить на эту дорогу, заставить их сделать то, что нужно, поверить в это самое лучшее. Вы что будете делать с этим? Пришел к вам алкоголь зависимый, наркотики, алкоголизм. Вы как его вытаскивать будете? Вы понимаете, насколько это сложно? Вы как это сделаете вообще? Вы за себя ответственность взять не можете вопросы решить. Вам страшно пойти кому-то на консультацию обратиться. Ходите, ноете в комментариях и придумаете всякую фигню. Вот там человек, который сказал спасти его. Вы понимаете, что это означает дать человеку другому жизнь? Это надо выкупить эту жизнь. Чем вы выкупать собрались эту жизнь? Вы понимаете, как это выкупать? Вы что там думаете? Чем вы собрались выкупать эту жизнь? Кого взамен отдадите? Вот так вы начинаете делать, вот особенно кто начинающий, вот я и говорю, у кого сила сильная, кто только зашел в хасиет, энергии до хрена, который сильнее меня, и думает: я сейчас спасу человека. Окей, вы спасли этого, а кто вместо него умрет? Кого вместо него отдадите? Баланс есть, баланс нельзя нарушить. И потом думает: а чё вот там ребенок умер? А почему вот здесь инвалид родился?
Да потому что вы другого человека, которому уже 60-70 лет, тащите и тащите, который должен уже уйти и место освободить. Вы не понимаете, что это правило. Вы ходите везде, только хотите себе хапать, 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 но не думаете о том, а заслужено ли это, а есть ли на это разрешение, а есть ли для этого возможность, а что взамен. Вот просто у меня вот кипит, вы хрень там пишете. Вот почитайте в этой ветке, что там советует человек. Ни хрена не понимает ничего, зато прям как, не знаю, самый всезнающий. Посмотрите сперва в мире духов, как это все устроено и что дальше будет.